Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Сергей Тучков, и сегодня тот случай, когда мы чувствуем себя в гостях, но по-настоящему дома, потому что мы находимся в самом сердце Улан-Батора, буквально в нескольких сотнях метров от центральной площади, но на территории России. И нас здесь любезно согласился принять человек, для которого любовь к родине — это не там строчка из песни или какого-то художественного произведения, а такая, в моем представлении, основа работы, да и сама работа и сама жизнь, наверное. Это чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Монголии Алексей Николаевич Евсиков. Алексей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Нормально представил? Вполне. Я думаю, даже слишком пафосно, потому что если бы у меня совесть была, я покраснел бы. И так хочется слезу пустить, но тем не менее. Я попытался себя представить чрезвычайным и полномочным послом. Ну да, на самом деле. И испытал какой-то ужас. На самом деле, это обычная специальность, так же как профессор математики, то есть вполне определенный функционал. Нет тут никакой романтики, есть только, скажем так, трудовые будни. А вы не могли бы пояснить обывателю, что означают слова «чрезвычайный и полномочный»? И вот я в Шанхае работал когда генконсулом, я был старшим должностным лицом Российской Федерации в Восточном Китае. У меня было там нарезано три провинции и город Шанхай. Соответственно, в Монголии я являюсь старшим должностным лицом Российской Федерации. То есть отвечаю и за граждан, за наших, обеспечиваю нормальные взаимоотношения между Российской Федерацией и Монголией. И, в общем, послы назначаются президентом. Потому что из этого все и вытекает. Ваш основной стаж в Китае, да? Правильно? Да, практически вся жизнь. Я заехал туда в 1983 году и выехал, по-моему, в 1919. Вот этот богатый китайский опыт, он вам здесь помогает или мешает вообще не смогу? Он как может мешать опыт? Опыт сын ошибок трудных. Во-первых, что такое Китай? Китай, с начала 90-х годов мы в отношениях с Китайской Народной Республикой создавали стройный, разветвленный механизм двусторонних контактов. Сейчас у нас ни с одной стороны мира нет, пожалуй, не таких механизмов, как налажены с китайцами. Они охватывают абсолютно все сферы. Сейчас у нас отношения предсказуемые благодаря этому, носят плановый регулярный характер. Собственно, вот этот китайский опыт я хотел бы перенести на монгольскую землю, поскольку мое ощущение, что тот застой, который начался в 90-е годы в наших связях, он по-прежнему не преодолен. У нас стагнация, в общем, в торгово-экономических отношениях. Много проблем годами не решается. Поэтому сейчас, конечно, нужно укреплять систему межправительственной комиссии, которую возглавляет у нас министр экологии России Козлов с нашей стороны и Омар Сайхан, вице-премьер монгольского правительства. Все они очень активны и нацелены на результат. В ноябре мы планируем, если согласуем сроки, пока они не согласованы, провести очередное 26-е заседание этой межправкомиссии. И там приблизиться, по крайней мере, к решению тех вопросов, которые наиболее актуальны сейчас представляются. Каких именно? На самом деле их много. Топ-5. Топ-5, во-первых, это укрепление энергетического сотрудничества. Во время визита Владимира Владимировича, вы знаете, были подписаны соглашения, которые упорядочивают российские поставки сюда нефтепродуктов, включая авиационный керосин. Будет подготовлена ТЭО, реконструкция ТЭЦ-3 в Улан-Баторе. Практически мощность его там удвоится, даже может утроиться. Есть наработки в области атомной энергетики. У нас открылось представительство Росатома. И сейчас движение по этому треку оно приобретает какой-то более целенаправленный характер. Я надеюсь, что мы выйдем на соответствующее Межправсоглашение. Вы знаете, что недавно соглашение по строительству АЭС малой мощности было подписано с Узбекистаном. И сейчас в Якутии такое же строительство идет. Оно будет завершено, по-моему, в 2027 году. То есть у нас есть реальный опыт строительства подобных объектов, и монгольских друзей, в общем, этот опыт интересует. Это раз. Второе, как всегда, с монгольской стороны ставится вопрос о дисбалансе во взаимной торговле. Сейчас практически, если брать нашу торговлю в среднем за 2,5 миллиарда, то 2,4 это наш экспорт в Монголию и около 100 миллионов импорт из Монголии.
Что-то с этим надо делать. Понятно, что дисбаланс будет всегда существовать. Дисбаланс легко убрать, если мы прекратим поставки сюда бензина и дизельного топлива, авиационного керосина, азотных удобрений, посевной пшеницы. Но мы этого делать не хотим, поскольку с точки зрения цены, качества и логистических возможностей Россия представляется наиболее предпочтительным партнером для Улан-Батора. Ну вот это только это. Ну и гуманитарный трек, конечно. Потому что гуманитарное сотрудничество с обеих сторон проявляется большой интерес. Для нас это сохранение позиции русского языка, активизация контактов в области культуры, создание каких-то условий для массового группового туризма российских граждан в Монголию. Ну, прежде всего, наверное, начинать надо с приграничных пунктов пропуска. Это заезд наших туристов, которые посещают Алтай, чтобы они могли возможность иметь посетить западную часть Монголии. Ну и Байкальский регион. Вы знаете, что каждым годом растет количество туристов, которые посещают и Бурятию, и Иркутскую область. И у них должна быть возможность съездить на Хапсугу, например, что там красивые места, посмотреть, как живет Монголия. Ведь на самом деле знаний о Монголии у российских наших и ваших телезрителей, и читателей любых газет крайне мало. Вот в Улан-Баторе есть только один корреспондент телеграфного агентства Советского Союза. Ну, сколько она там на ленту может дать? Туянцева. Да, Туяна Владимировна. Поэтому задач много стоит, это только я вот коротко перечислил. Есть проблемы с регистрацией нашей российской недвижимости в Монголии, то есть ее пытаются тоже упорядочить, этот процесс какой-то. Есть и другие темы. Ну, вот по дисбалансу, вы знаете, что в рекордно короткие сроки в рамках Евразийского экономического союза подготовили проект соглашения о свободной торговле между Монголией и Евразийским экономическим союзом, в соответствии с которым, в частности, будут обнулены или существенно понижены пошлины на товары традиционного монгольского экспорта. Мясо, мясопродукты, кожа, кожевенные изделия, шерсть, кашемир включая. Тут тоже масса проблем, например, несоответствие монгольского мяса ветеринарным стандартам нашего союза экономического. Ну и по-прежнему Монголия числится в негативных списках Всемирной организации здоровья животных. То есть наши монгольские друзья должны предпринять какие-то дополнительные усилия с тем, чтобы эпизодическая ситуация в Монголии каким-то образом наладилась. Хотя если сейчас, вот, например, будут обнулены таможенные пошлины на тушенку, я вот посмотрел, сам ее пока не ел, но я смотрю, что ее вывозят отсюда. С удовольствием наши граждане покупают монгольскую тушенку. В отличие от нашей, тут в упаковку не 50% мяса входит, а остальной жир. У них до 95 и выше процентов. То есть она действительно полноценная, вкусная и прочее. Я думаю, ее будут покупать, конечно. Колбасу еще, я знаю. Колбасу знают, что наша докторская колбаса здесь пользуется какой-то необычной популярностью. Вот сеть бурятских магазинов, наш, да? Здесь 2 или 3 магазина открыл, они прекрасно работают. Как раз вот на этой докторской колбасе, по-моему, выручку делают. Вы упомянули ОБС, но упомянули очень обтекаемо, то есть пока не о чем говорить. Я, например, вот буквально на улице, я не вру, просто случайно подошел монгол стрельнуть там сигарету и говорит: а правда, что вы тут собираетесь атомную станцию строить? Я сказал: я ничего об этом не знаю, но я могу сказать, что узнать. Мы собираемся строить. Первичные материалы монгольской стороне переданы, по крайней мере, макет, какие-то основные параметры. Для того, чтобы строить, нужно выйти на межправительственные договоренности. Вот сейчас, как я понимаю, стороны готовят такой межправительственный документ, после чего уже начнется этапная работа. Это, в отличие от угольной электростанции, атомная, она обладает определенной спецификой, поэтому этот процесс не быстрый. Но главное, что он начался. Что касается других вопросов, допустим, гуманитарная сфера, для нас здесь самое главное — это сохранение позиции русского языка, как я говорил. Почему сохранение позиции? Помните, когда в 90-е годы мы отсюда ушли, из Монголии, пришли другие, японцы, американцы, англичане. То есть сфера применения русского языка резко схлопнулась. И сейчас, в общем, если говорить честно, у нас выделяется 620 стипендий для граждан Монголии.
Набрать 620 монгольских выпускников, школьников с хорошим знанием русского языка становится все сложнее и сложнее. То есть, вот даже это один маленький пример. По российским образовательным стандартам работают в Монголии всего 4 школы, а лет 20 назад было в 5 раз больше. В прошлом году, благодаря стараниям нынешнего мэра Улан-Батора, господина Нямбатора, мы открыли еще одну школу, запустили процесс. Вот сейчас во 2 класс пойдут уже школьники, которые в прошлом году были первоклашками, пошли уже. Тоже по российским стандартам преподавание ведется. Нам надо сделать соответствующее межправительственное соглашение по этой школе, чтобы обеспечить ее материально-техническое снабжение с нашей стороны, направление преподавателей, выделение учебных пособий, с тем, чтобы сделать это соглашение типовым и открывать такие же школы, русские школы в приграничных с Россией аймаках, где интерес к русскому языку особенно велик. Это вот на границе с Иркутской областью, на границе с Бурятией. Там очень многие хотят отдать учиться в школу, где преподают русский язык. Но таких возможностей не всегда есть. Не хватает преподавателей, не всегда их уровень знания русского языка дотягивает. Поэтому мы благодарны главе Республики Бурятия Алексею Самбуевичу Цыденову, что он из республиканского бюджета фактически сейчас готовит преподавателей русского языка в Бурятии. И решил проблему с обучением монгольских школьников в Кяхте, например. Преподаватели русского языка. Монголов, преподаватели русского языка, которые в этих школах, вот, местных, будут преподавать русский язык. То есть, по вашим ощущениям, спрос на русский язык здесь есть? Он сохраняется. Хотя с этого года английский язык он стал обязательным во всех школах. Ну, да. Сейчас проблема другая, где этих преподавателей взять. Сейчас массово пытаются готовить их, например, на Филиппинах. Приезжал госсекретарь американский, тут вроде центр изучения английского языка открывается. Но английский язык у нас во всех школах преподается, поэтому никакого страха тут нету. Это язык уже не Великобритании, Соединенных Штатов, это язык межнационального общения. Кстати, русский язык тоже язык межнационального общения, потому что на всех саммитах ШОС, например, на заседаниях СНГ по-русски говорят. И даже когда монгольские наши руководители приезжают в какие-то страны бывшего СССР, то зачастую, да, в большинстве случаев, диалог ведется на русском. Еще вот важное такое направление экономического сотрудничества в ближайшее время, оно тоже, вот для меня в частности, это звучит немножко абстрактно, это некий такой коридор Россия, Монголия, Китай. Экономический коридор. Его составными являются Улан-Баторская железная дорога плюс будущий строящийся уже, как я понял, газопровод. Расскажите немножко, поясните для... Улан-Баторская железная дорога, начну сначала. 75 лет она существует, это паритетная... Юбилей да, был, и более того, героем труда Монголии президент назначил это акционерное общество. На УБЖД сейчас приходится более 80% всех перевозок в Монголии. То есть это хребет современной транспортной системы. Естественно, дорога устарела, она едва справляется с объемом грузов. В прошлом году, по-моему, перевезла рекордные 32 миллиона. Идет разговор о модернизации. Сейчас и в трехстороннем формате, и в двусторонних с монголами мы определяем цифры и потребности, как эта модернизация должна вестись. Что у нас, дополнительные пути какие-то, второй путь построить, либо карманы какие-то, как на БАМе раньше у нас были. То есть профессиональный диалог по железнодорожному вот этому сообщению ведется. Китайцы нам должны сказать, сколько они контейнеров готовы возить в Россию. И готов ли Байкальский вот железнодорожный угол такое количество поездов принимать. Потому что если упрется в Улан-Удэ, вот я был в Улан-Удэ зимой, я вижу, что там на путях творится. Ведь это у нас восточный полигон, он очень активно функционирует. И он перегружен, наверное, уже. Да? И если тут еще дополнительно со стороны Монголии поток пойдет, справится или не справится, я не специалист, не знаю. Но диалог такой ведется. Что касается газопровода, работа продвигается, уже ТЭО там утверждены какие-то задания, археологические исследования, такие, сякие, геодезические прошли. Сейчас самый главный вопрос – это твердый контракт. То есть поставщик «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация должны заключить соглашение
А соглашение непростое, потому что, представляете, объем какой собирается по этому газопроводу прокачивать. 50 миллиардов кубов. Сейчас у нас мощности нашей газотранспортной системы на Китай там свыше 30 миллионов. То есть практически удвоение. Естественно, это проект века, и готовиться к нему надо скрупулезно. Более того, с нашей стороны предложено, с монгольской стороны дано согласие на то, что часть газа будет оставаться в Монголии. И «Газпром» готов помогать с подготовкой схемы газификации Монголии. Надо тоже понять, сколько кубов, сколько миллиардов кубов Монголия будет забирать, для чего она будет их использовать. Для перевода с угольных станций на газ. Потому что экология в Улан-Баторе, конечно, я посмотрел цифры. Зимой воздух в Улан-Баторе в 5 раз хуже, чем в Пекине, в 20 раз хуже, чем в Сеуле, и в 500 с лишним раз хуже, чем в Токио. Это вот последние данные, которые я сегодня в газете прочитал. Это чудовищные цифры. Ну вот эта инициатива о газификации возможной потенциальной Монголии, она прозвучала во время либо сразу после визита нашего президента? Наш президент подтвердил. Вопрос в том, монголы как отреагировали? Они позитивно отреагировали, потому что, во-первых, относительно дешевое топливо, экологически чистое, для них, которые стремятся к зеленой энергетике, это, конечно, революция будет настоящая. Понимаете, когда газ придет сюда. Если перевести часть, допустим, транспорта на газомоторное топливо, сразу в городе будет чем дышать. Хорошо, а «Газпром» как к этому относится? «Газпром» позитивно, но если, понимаете, бессмысленно для страны с населением 3,5 миллиона тянуть отдельную трубу из России. Да. Поэтому, конечно, это будет ответвление от транзитной трубы. Потому что главный потребитель — это полуторамиллиардный Китай, который тоже хочет строить свою зеленую экономику и эффективно борется как раз сейчас с загрязнением воздуха и переводит частично свой энергетический баланс с угля на газ. То есть, с китайской стороны, мне кажется, они возьмут столько газа, сколько им дадут, но по разумным ценам, естественно, конкурентоспособно. Этот год юбилейный, и целая череда мероприятий посвящена, и они еще продолжаются, как я понимаю, посвящена 85-летию победы на Халхин-Голе. Вопрос у меня такой, не превратилась ли эта война, эти события для монголов, да, примерно в то же, что Отечественная война 12 года, 812 года для нас, то есть просто там какой-то абзац в учебнике. Да? Насколько войну 812 года мы все-таки помним. И память живая. Мероприятия, да, проходившие как в Улан-Баторе, так и в провинциях. Я в Чайбалсане был в начале сентября или в конце августа. Совершенно верно, мы открывали там памятник Жукову. Кстати, памятники нашим солдатам, военачальникам в Монголии открываются новые, в отличие от Восточной Европы и Прибалтики, где их там сносят все время. Много задач стоит, конечно, по поиску пропавших без вести, и все остается неподнятых более 2000 наших бойцов-офицеров. Экспедиция, которая в мае проходила на Халхин-Голе, удалось найти останки 27 бойцов и солдат. 5 из них опознали, и сейчас надо тоже решать, создать какой-то механизм, систему, как мы опознанных должны на перезахоронение в Россию отправлять. Один из них из Беларуси призывался, поэтому родственников у него там не осталось. Всех его родственников во время оккупации гитлеровской всех расстреляли. Поэтому сейчас с белорусским послом мы этот вопрос тоже решаем. А так память остается. По телевидению тут серия передач прошла, посвященных Халхин-Голу. Для них действительно Халхин-Гол — это первое сражение, где монголы действительно плечом к плечу с советскими солдатами отстояли свою независимость. В прямом смысле. По сути, это единственная какая-то крупная 45-й война. Год, 45-й год. Это крупная война на территории Монголии, совершенно верно. 45-й под руководством генерала Плиева, вы знаете, что... Монгольские войска участвовали в освобождении внутренней Монголии. Извините, пожалуйста. Да и все годы в течение Великой Отечественной, они и мы приближаемся сейчас к юбилею 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Тоже будем широко отмечать это событие, потому что Монголия действительно внесла огромный вклад, помогала, чем могла, Красной Армии.
и лошадями. Монголия была главным поставщиком лошадей фактически для Красной Армии. И на этих лошадях, как наши сорокопятки, доехали до Берлина. Это раз. Если брать то же самое мясо и тушенку, то если на душу населения перевести, то монголы поставили в несколько раз больше, чем американцы. У нас ленд-лиз ассоциируется с этим вторым фронтом, тушенка американская, да, но монгольская это было больше. Тулупы, полушубки, теплые вещи, танковая колонна, эскадрилья авиационная. Это все невозможно забыть. Меркантильный вопрос, если можно. Вы наверняка на себе это тоже чувствуете, но я вот почувствовал за то время, что здесь нахожусь, это вообще одна из главных бытовых проблем. Это вот пачки наличных, которые нужно с собой таскать. Да, это Когда заработают большая карты проблема. наши? Вы знаете, я достаточно пессимистическую позицию по этому поводу занимаю. Вы знаете, что санкции в отношении системы мира введены очень жесткие. Монгольская финансовая система сильно зависит от западной финансовой системы. Они очень опасаются вторичных санкций. И для нас сейчас проблема взаимных платежей – это одна из самых больных тем. Мы уже практически ушли от доллара и работаем либо в рубле, либо в юане. В тугрике пока это делать сложно, поскольку объем закупаемой нами продукции в Монголии невелик. Но все-таки всегда наш бизнес найдет какие-то лазейки, и они успешно их ищут. Но как я это хотел бы, происходит? чтобы Если это было... на уровне бытовом мне неудобно, то как это происходит? Ну, надо привыкнуть. Что же делать? Да, действительно, самая большая купюра монгольская, 20 тысяч тугриков. Да? Я не это знаю, наши там... 570 рублей, 550, наверное. Если что-то делать, покупать что-то серьезное, это надо действительно котлету такую нести. Вам в городе такие суммы, видимо, не очень потребны, но монгольскую карточку можно завести крайне. Но для туристов это крайне неудобно. Ну да. Для бизнеса, наверное, тоже. Для бизнеса тоже, но, еще раз говорю, находят какие-то варианты. На всякий случай не буду их раскрывать, чтобы американцы не залезли и тут какие-то санкции на наших монгольских друзей дополнительно не ввели. Многое из того, о чем вы нам только что рассказали, это последствия, в общем-то, визита недавнего нашего президента в Монголию. Да? То есть вот эти позитивные изменения в гуманитарной, торгово-экономической сферах. Если следить за СМИ, да, то четкая корреляция, прям четкая связь. Делаем что-то мы, и тут же следует какая-то реакция. Она может быть какой-то бессодержательной, но она такая прям активная, акцентированная и очень заметная в СМИ. Со стороны, я имею в виду, Запада. Вопрос, гадит ли вам англичанка, француженка, американка и так далее. Они не могут не гадить, но дело в том, что своих целей они достичь не могут, потому что монгольский народ, он, в общем, такой прагматичный и умный. Они за 100 лет наших отношений с Советским Союзом, с Россией поняли, что Россия действительно является и гарантом независимости, и настоящим истинным другом, который всегда придет на помощь в случае чего. А где этот третий сосед находится? Далеко за морями. Более того, как Монголия, как принято говорить в англоязычной прессе, сэндвич между двумя странами, да, как зажата между Россией и Китаем. То есть, в общем, логистические возможности у третьего соседа не так велики, если уж сильно нас разозлят. Но проблема в том, что пресса монгольская, к сожалению, она в основном честная. И за деньги здесь делают все, что угодно. Потом огромное количество неправительственных организаций, в общем, финансируются так или иначе западными странами. Очень активно по религиозной линии сейчас работа идет, против нас в том числе. Особенно посмотрите, какие мормоны храмы открывают. Просто... Я заметил еще очень много протестантских. Протестанты, католики в меньшей степени. Корейских, да? Корейцы очень активны здесь, всякие христианские, псевдохристианские. Пытаются сбить с толку монгольское население, но, еще раз говорю, я очень верю в то, что монгольский народ очень мудрый, и он сам разберется. И
Пусть тратят деньги. Это же все-таки вливание в монгольскую экономику. Пожалуйста, ради бога. Еще один вопрос, который касается тысяч людей в Бурятии в частности, и в Монголии тоже. Я имею в виду межправительственное соглашение по безвизовым поездкам. 10 лет ему. Очень много людей, то есть прям видно на пропускных пунктах, да, что оно работает, что оно прям востребовано. Очень много монголов буквально пересекают границу, заходят в супермаркет, заезжают на заправку и возвращаются. Да, и много наших туристов здесь. Не пора ли как-то его расширить, может быть, еще упростить пребывание наших здесь и монголов в России? Да мне кажется, что и так порядок перемещения через границу максимально упрощен. Но если ты едешь на работу или на учебу, сделай визу, в конце концов, да? Не так сложно это сделать. Допустим, продлить вот эти 30 дней, которые... Что вот туристу делать в Монголии 40 дней? По Гоби ходить? По Гоби. Я вот был в Гоби тоже, ездил в июне. Да, в Гоби, конечно, интересно, но неделю там просто очумеешь. Хотя это очень красивое место. Я думаю, что это пустыня, это пески, там верблюды. Верблюды есть, особенно дикие, которые бегают там через дорогу. Но Гоби это несколько ландшафтных каких-то зон, которые отличаются одна от другой. Интереснейшее место. Интереснейшее место. Пока, я думаю, не надо никаких дополнительных усилий на этом направлении предпринимать. И так все сделано для того, чтобы максимально облегчить контакты между гражданами. Особенно сейчас, когда отсутствует прямое авиасообщение, я вот аргументирую. Для нашего московского или питерского жителя долететь до Южной Кореи, например, самое удобное это через аэропорт Улан-Батора. По-моему, в день не менее 8 рейсов. Не менее 8 рейсов. Также удобные стыковочные есть варианты на Японию, на Таиланд, на Вьетнам. Будет ли их больше рейсов? Рассчитываю. По идее, периодически появляются какие-то сообщения о том, что наш там S7 вроде захотел летать, или Red Wings. Одна или другая частная компания монгольская захотели летать. Пока вот... В Бурятию, в частности, может быть? В Бурятию, до Бурятии, в общем, на машине можно добраться, да. Хотя на самолете, наверное, было бы удобно. Самолеты же летали, Хунну, по-моему, Хунну Эйр. Потом они... И у нас, и у монголов не хватает сейчас самолетов, потому что очень активно развивается авиационное сообщение. И тем более у монгольской стороны самолеты в лизинге, в том же ирландском. Тоже какие-то санкции последуют. Это тоже все нужно учитывать. А у нас основные направления нашего авиационного сообщения — это вот обслужить наш туристический поток огромный, который идет в Таиланд, в Египет. Я тоже понимаю, внутрироссийские перевозки. Они тоже явно недостаточно, а тут Монголия вылезает. Да? Раньше, когда самолеты летали между Улан-Батором и Москвой, очень много монголов использовали Москву в качестве транзитного хаба для перелетов дальше в Европу. Сейчас этих рейсов нет. И поэтому такая возможность у них отпала. Сейчас летают в основном через Стамбул. Алексей Николаевич, еще один вопрос, который я просто не могу не задать. Но вы, если хотите, не отвечайте. Он особенно актуален для Бурятии. Здесь очень много граждан, которые, так называемых релокантов, да, людей, которые уехали в последние пару лет. Вы с ними как-то работаете? Обращаются ли они в посольство? Во-первых, не так много сейчас этих релокантов осталось. Люди, первый страх прошел, подуспокоились, кто-то в теплые края. Здесь тут в этих шортах и в майке в Улан-Баторе не походишь, поэтому чем-то надо заниматься, жить как-то. А как жить, если делать ничего не умеешь? Там не отучился. Здесь достаточно строгое миграционное законодательство. Просто так, не будешь ты в Улан-Баторе, в Монголии вообще просто оставаться. Их число поубавилось в десятки, а может в сотни раз. Естественно, кто-то обращается из них выписать доверенность или оформить какой-то документ. Они российские граждане. Мы, естественно, с ними не можем не работать. Да, хотелось бы, конечно, чтобы они соблюдали российское законодательство, не поддавались сотрудничеству с западными разведками какими-то. Пока таких фактов, честно говоря, у меня нет. Ведут они себя тихо, против своей родины никаких пакостей не учиняют. Поэтому думаю, что такой проблемы сейчас уже, на мой взгляд, нет.
Частично они учатся в монгольских вузах, ну и прекрасно. Будет у нас больше монголистов, специалистов с монгольским языком. Несмотря на близость Бурятии, между прочим, в Бурятии людей, которые могут грамотно перевести с монгольского или на монгольский, не так много. Да вы что? Поэтому у нас вот в посольстве, например, проблема кадров монголистов, она остро стоит. Есть, конечно, краснодипломники, которые из Москвы к нам приезжают, но у нас, к сожалению, на монгольский язык уже МГИМО набирает там раз в 4 года. Потребность больше. А сотрудники из Бурятии у вас есть? Из Бурятии есть, да, 2 человека из Бурятии, но тоже они специально монгольский язык учили. Я тоже думал, что любой бурят, он как рыба в воде, там в Улан-Баторе себя чувствует. Оказалось, не совсем так. Я хотел еще у вас напоследок попросить совета. Вот вы сказали, любой бурят как рыба в воде. Конечно, это не так. Я из Бурятии, я не чувствую себя так. Не, ну ваш родной язык не бурятский, правильно? Нет, но все-таки, ну, как бы мы близки, культуры близки, образ жизни похожий. Дайте нам совет, пожалуйста, исходя из вашего опыта, вот нашей телекомпании, которая не так давно здесь открылась. Как нам здесь работать? Что делать, Ну, во-первых, чего не делать? компания работает, на мой взгляд, неплохо. У меня в кабинете телевизора есть, и он настроен в том числе и на ваш канал. Иногда я смотрю, мне нравится, что вы показываете шедевры советской классики. Не хватает, на мой взгляд, мультфильмов, потому что наши добрые мультфильмы монголам, как пить дать, понравятся, потому что Монголия, в общем, нация молодая, и открыть сердце монгола через мультфильм легче, чем через какую-нибудь глупость. Там. Поменьше, может быть, попсы, и побольше интересных сюжетов про жизнь нашего сибирского региона хотя бы. Потому что монголы также мало знают ведь о России, как и мы о Монголии. Где у нас по телевизору что-то про Монголию показывают? Я, например, кроме блогеров каких-то в Ютубе, да, и в Дзене, ну, и то какие-то глупые репортажи очень часто бывают. Какие-то полуграмотные люди приезжают в Улан-Батор и начинают эфир засорять. Что возмутило? Ну, возмущает, что в Улан-Баторе надо найти какие-то дефекты. Про хорошее. А про хорошее написать. Хорошего-то больше. Напишите про талантливых монгольских ребят, которые там знают 3 иностранных языка. Или выигрывают чемпионаты по шахматам. Из какого-то аймака, там, которого на карте не найдешь. Они там чемпионы мира в своей возрастной категории. То есть исключительно талантливая нация. Вот об этом надо писать. И вещать тоже об этом. Поэтому разворачивайтесь, конечно. Окно действительно для монголов. Единственная возможность узнать из первых рук, что называется, о жизни современной России. Потому что контент, к сожалению, западный преобладает. Посмотрите, вот пощелкайте, когда в гостинице сидите вечером, что показывают. Смотрели, да. Даже новостные сюжеты все, какой-нибудь Bloomberg, там, CNN. Но здесь, насколько я понял, даже открываются подобные нашему совместному. Ну, я знаю, что есть вот с американцами, по-моему, канал. С китайцами я не видел, но есть прекрасный канал телевидения внутренней Монголии на монгольском языке. Я один раз его смотрел, мне очень понравился. Очень грамотно наши китайские друзья выстраивают. Ну, есть что показывать. Ясно, большое спасибо. Не за что, обращайтесь. Спасибо Давайте за время, которое вы нам уделили. Буду регулярно вам что-нибудь рассказывать. Там, Друзья, если вы недавно включились, мы общались, вот этот человек рядом со мной, это чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Монголии Алексей Николаевич Евсиков. Большое спасибо, Алексей Николаевич. Удачи вам в вашей работе. Спасибо большое. Служу трудовому народу.